Меня зовут Тенгиз Тарба. Я мечтатель. Я вырос и живу в Абхазии, в Сухуми. Эти ландшафты были сформированы в течение миллионов лет в условиях сложнейших взаимосвязей всех элементов природной среды. Каждое место на нашей планете неповторимо. Уникальная история каждого народа. Моя родина — Абхазия. Это древняя, уходящая вглубь веков культура. В начале 90-х, во время грузино-абхазской войны, моя семья уехала в Москву. 10 лет назад я вернулся в Абхазию, стал работать в Министерстве по туризму. Со временем я подошел к проекту «Горная Абхазия». Первые годы нашей основной задачей было описать туристические маршруты, забытые маршруты, сделать интересные фото и видеорепортажи и открыть эти пространства миру, показать, какая она горная Абхазия. Но со временем мы стали осознавать, что, открывая эти пространства людям, мы должны думать о том, как их сберечь, как их сохранить такими, какие они есть. Во всех наших фильмах, во всех публикациях стала появляться информация о хрупкости ее экологии. Следующим этапом стало изучение наших традиций, наших древних традиций. Ментальная граница прибрежного и горного мира существовала всегда. Особое отношение к горам — неотъемлемая часть нашей самоидентичности. Набрать воду, нарубить дров, приготовить пищу, сходить на охоту или развести костер. Каждое действие было частью непрекращающегося общения с божественной силой. В горах нельзя было сквернословить и громко говорить. Нельзя было оголять свое тело. Наши предки уже тогда думали о том, как бережно относиться к экологии горной Абхазии. Это абсолютное ощущение того, что ты возрождаешь те традиции, то отношение к природе, которое было раньше. К нам обратилось Министерство культуры Республики Абхазия с предложением организовать исследовательские экспедиции к древним стоянкам человека. Так как мы уже на тот момент достаточно хорошо знали пространство горное, мы предложили места, куда необходимо отправиться, и начали эти экспедиции реализовывать. Мы провели 5 экспедиций. Было найдено более 320 объектов историко-культурного наследия. Нами была проведена большая работа с российскими экспертами. Мы обсуждали вопрос поискового движения, потому что в Абхазии во время Второй мировой войны шли бои. По разным данным, от 20 до 40 тысяч советских солдат погибли на перевалах главного Кавказского хребта. Для меня проявление любой активности — это инструмент познания. Иду я в поход, занимаюсь трекингом или рафтингом, или каньонингом. Все возможность познавать те пространства, в которых я нахожусь. Это разные грани красоты этих пространств. Тот, кто начинает ходить в горы, его внутренний мир меняется. Для меня нет людей там слабых или плохих. Горы ему помогут. Это путь к себе. Именно мы своим поведением создаем в горах свою реальность. И сами по себе горы, они никакой опасности не несут. Опасность несет поведение человека в горах. И это очень важно осознавать. В них заложено только созидание и возможность пройти этот путь. И ровно насколько ты будешь открыт горам, ровно столько они тебе и дадут. Поднимаясь в горы, реализовывая какие-то экспедиции, проекты, я стал осознавать, что я обрел мечту. И эта мечта, она наполняет мою жизнь и выходит за грань этой жизни. Это самое большое счастье, когда ты обретаешь такую мечту. Вокруг тебя есть люди, которые так же, как и ты, радуются достижениям, и ты понимаешь, что есть кому передать, есть кому продолжить начатое тобой. Если ты ушел на вершину какую-то,
ты ушел на весь день, ты знаешь, что вернувшись, тебя встретят, будет гореть костер, будет стоять горячая вода, тебе приготовят пищу, и за тобой будут ухаживать. Все мои друзья, с которыми мы пересекаемся в горах, с которыми у меня общие проекты, это одна большая семья, это мои братья. Апсны — Абхазия, страна души, души моего народа, Апсу, страна тайного духа природы. Корень апсы пронизывает весь абхазский язык. Апсы — душа, вода, Апсабара — природа, Апсадгил — родина, Апстазара — жизнь, Апсра — смерть. Наш язык подарил нам древнейшее знание. Душа во всем. Все едино. Это самое главное знание, которое мы должны сберечь, чтобы сохранить себя в современном мире. Древние традиции являют собой образ жизни, в основе которого уважительное отношение к природе. Принятие знаний этой древней культуры помогает нам лучше понять, каким должен быть наш путь сосуществования с этой землей.